Простите мне, бояре, Ребенок на помине, а запоздал маленько, не вовремя пожаловать изволил. На медни уходя от государя, скорбя всем сердцем, радея о душе царевой, я в щелочь случайно заглянул. О, что увидел я, бояре! Дрожа всем телом, несвязно бормоча какие-то слова чудные, гневно очами сверкая, какой-то мукой тайной терзаясь, страдалец государь томился, посинел, глаза уставил в угол и страшно стеня и чурал.
той поры не знала ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился весельем и тайным нашептанием. Напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной почи. Напрасно. И так я к тьме своей привык, и только сны мои мне виденных вещей уже не являлись, а снились только звуки. Раз в глубоком сне вдруг слышу детский голос зовет меня, так внятно зовет. Встань, дедушка, встань, иди ты в Угличград, зайди в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Знай, дедушка, Дмитрия царевич, Господь приял меня в лик ангелов своих, и я теперь Руси великий чудотворец. Проснулся я, подумал, сам собою внука и в дальний путь поплелся. И только что склонился над могилкой. Так хорошо вдруг стало, и слезы полились, обильно тихо полились, и я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Нужно свету! Царевича скорей! Ох, тяжко мне схиму! Оставьте нас, уйдите все. Прощай, мой сын, умираю. Сейчас ты царствовать начнешь. Не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать. Ты царствовать по праву будешь, как мой наследник, как сын мой первородный. Сын мой, дитя мое родное,
монах и царь идет. Государь, успокойся, Господь поможет. Нет, нет, сын мой, час мой пробил. Смерть, как мучишь ты жестоко! Я царь еще! Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь!